Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Авторивьера». Сейчас мы поговорим о дорожных дефектах и опасных участках дороги, которые зачастую приводят к дорожно-транспортным происшествиям. В данном выпуске мы сконцентрируем свое внимание на опасных участках дороги, на дорогах с различными дефектами. Все это зачастую способствует дорожно-транспортному происшествию. Не надо нам далеко ехать, начнем с окраины города Сухум. Вот, например, Кивасурский мост. Вроде бы едешь по хорошему дорожному полотну, и вот две ямы, которые не могут не повлиять на стабильность езды. Если стыки на этих плитах не будут отремонтированы в ближайшее время, они будут еще больше разрушаться и представлять еще большую опасность для водителей. Вот, например, домашние животные, в этот раз собаки, но бывают более крупные домашние животные, коровы. Вот мы едем по Кадурскому шоссе, приближаемся к эстакаде и наблюдаем по правой стороне дороги ряд бугорков. Эти дефекты тоже очень неожиданны, особенно когда машины здесь едут в два ряда. К сожалению, камера в данном случае не передает объема этих дефектов, но если на них наехать колесом, водителю не просто сохранить курсовую устойчивость в заданном направлении. Проезжая перекресток улиц Леона и Гулия, мы не могли не обратить внимания на затор, который здесь можно наблюдать часто в будние дни. Здесь происходят заторы из-за припаркованных с двух сторон автомобилей. Как всегда, это результат безразличия к окружающим нарушителям, паркующих свои машины в запрещенных местах. Шарик знает, что зебра или зеленый сигнл светофора не гарантируют ему жизнь, и смотреть по сторонам он обязан всегда. Хочется отметить, что не стоит, игнорируя запрещающие знаки, совершать повороты налево. На этой улице несколько перекрестков, где запрещен поворот налево. Это была вынужденная мера, поскольку в этих местах часто происходили дорожно-транспортные происшествия. И когда водители, игнорируя запрещающие знаки, останавливаются здесь с целью повернуть налево, пока они выждут этот момент, за ними иногда выстраиваются огромные заторы. На углу улиц Дзизаря и примыкающей к ней улицы Кабардинская при движении из центра к вокзалу надо быть повнимательнее. По правую сторону, впритык к краю полосы движения, высокое ограждение, а также выезжающие на перекресток машины сужают проезжую часть правого ряда, особенно когда в данном направлении загружены обе полосы движения. Довольно часто здесь из-за некорректно выезжающих на перекресток водителей возникает аварийная ситуация. Водители, выезжая к перекрестку, не создавайте помеху проезжающему по главной дороге транспорту. Выезжайте на перекресток, не создавая препятствия другим участникам движения. Далее у светофора. А на светофоре у медицинского колледжа большое неудобство с выездом и заездом по этой стрелке. Мы неоднократно в наших передачах отмечали примыкающий к главной дороге участок. Мы видим состояние дороги ужасающее. И это уже на протяжении нескольких лет. В сухую погоду здесь очень пыльно, в дождливую повсюду лужи. Водители пытаются выбрать оптимальный путь, или, нарушая правила, выезжают на полосу встречного движения, так как она в более удовлетворительном состоянии. Но это не выход. Вы едете навстречу тем, кто поворачивает здесь на стрелку. Теперь мы выезжаем из города в направлении Гуместинского моста. Незадолго до него нам предстоит проехать довольно-таки крутой закрытый поворот, у которого здесь всегда стояло обзорное зеркало. Но вследствие очень серьезного дорожно-транспортного происшествия зеркало было снесено. Как мы видим, с этой стороны перед поворотом очень кстати
установлен знак «Прочие опасности» и ограничение скорости, чего, к сожалению, нет, если вы едете в обратную сторону. Так как это закрытый поворот, его следует проезжать строго, соблюдая рядность. Держитесь как можно правее в своем ряду. Знак «Прочие опасности» также не исключает, что за поворотом вы повстречаете отдыхающий в тени крупный рогатый скот или иное препятствие. Не говоря уже о лихачах, которые совершают обгон в подобных местах. Так что будьте здесь максимально внимательны. Может, ты наконец прекратишь на него смотреть? А что, камень треснет? О, нет, я приплатил, чтобы дали не бьющийся. Не сомневаюсь. Да выключи ты его. Сейчас только прочту и выключу. Выключай. Это сработает. Выключаю. Когда на дорожном полотне множество дефектов, все предсказуемо, водитель берет это во внимание. Но когда вы едете по довольно-таки хорошему дорожному покрытию на приличной скорости, неожиданно возникшие ямы и различные дефекты представляют для водителя опасность. Особые неприятности такие выбоины доставляют на скоростной республиканской трассе. Вот один из таких участков. Это несколько дальше у Местинского поста ДПС. Подобные дефекты способны привести к поломке автомобиля и к дорожно-транспортному происшествию. Вот аварийная по сути ситуация. Водитель серебристого автомобиля обгоняет через сплошную полосу движения, зачем-то еще и подрезает обгоняемый автомобиль, который чудом от него увернулся и в то же время сумел объехать эту яму. Вот наглядный пример, когда дорожный дефект наряду с нарушением правил дорожного движения способствуют дорожно-транспортному происшествию. Мы здесь снимали очень непродолжительное время, полагаю, здесь бывают ситуации и гораздо опаснее. Подобных дефектов на республиканской трассе в последнее время стало довольно-таки много. За дорогой надо следить. Перед серпантином, который в народе именуют тещиным языком, примыкают с двух сторон проселочные дороги. Выезд на главную дорогу затрудняется быстро проезжающими автомобилями. Хотя на пригорке установлен знак ограничения скорости, не все ему подчиняются. Поэтому время на маневр при въезде на главную и съезде с нее очень ограничен. Само дорожное полотно по краям раскрошилось и сузилось. Плюс ко всему здесь ограниченная видимость, получается довольно-таки опасный участок дороги. Здесь видны свежие разрушения, совершенные въехавшим в остановку автомобилем. Дорогу в этом месте однозначно надо ремонтировать, расширять. Водителям следует строго соблюдать рядность и скоростной режим. А те, кто грубо нарушает правила обгона здесь на пригорке и других местах с ограниченной видимостью, надо сказать прямо, по сути, это потенциальные убийцы. К великому сожалению, каждый из нас видел подобное, а кто-то и пострадал. Соблюдайте правила дорожного движения, и в особенности те, несоблюдение которых неминуемо создают аварийную ситуацию. Следует также отметить и оползневые участки дорог. Если вы едете от границы ПСОЛ, начиная с 10-го километра, вас ожидают несколько продолжительных оползневых участков. Вот участки дорог, которые ползут в сторону обрыва. Проезжать по ним очень неприятно, особенно если попадаешь на высокой скорости на вот такой поврежденный участок. Все пытаются его объехать. Поскольку дорожное полотно здесь узкое, при встречном движении объехать этот оползневой участок непросто. Автомобиль может изменить свое направление. Для водителя, который впервые оказался на этой дороге или уже подзабыл дорогу,
Для него этот оползневой участок может стать полной неожиданностью. Автомобиль получит резкий крен. Здесь главное не растеряться, отреагировать быстро, выправить ситуацию. Наша передача подошла к концу. Желаем всем счастливого пути.